Друзья, рад вас приветствовать в моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 3 марта 2020 года. Выпадает карта «Кольцо» из колоды Ленорман. День обещает быть очень интересным. День обещает быть очень ярким, приятным. Эта карта связана у нас с гармонией, с дарами, подарками, получением прибыли. Карта, которая говорит о том, что сегодня могут быть достигнуты соглашения там, где раньше не получалось договориться. Это карта хороших сделок, карта брака. Это может быть предложение о браке, это может быть заключение брака, для кого это важно. Кроме того, любые отношения, когда обе стороны берут на себя какие-то обязательства, очень удачные. Также карта говорит о том, что могут быть какие-то значимые подарки, могут быть значимые приобретения, как для семьи, так и для себя. Могут быть приобретены предметы роскоши. Также карта говорит о том, что если кто-то вам не давал ответ, вот сегодня можно возобновить предложение, и вы можете получить положительный ответ. Также карта говорит о том, что может быть для кого-то это будет день объединения. Может быть, молодые люди съедутся вместе, начнут вместе жить. Может быть, это будет просто примирение после ссоры. В общем, день замечательный, он связан с любовью, но больше всего удачи будет для тех, кто вот именно общается с глазу на глаз, да, когда мы действительно человеку смотрим в лицо и говорим какие-то вот важные для нас вещи. Вот тогда удача на нашей стороне. То есть это не общение как таковое, а вот именно общение с глазу на глаз. Давайте посмотрим, что ждет овнов. У нас выпадает карта гроб. Карта говорит о том, что будут очень большие перемены. Особенно если это сочетать с главной картой. Перемены, конечно же, к лучшему, потому что у нас за карту кольцо отвечает Венера. И поэтому здесь не может быть просто каких-то негативных аспектов. И здесь у нас для овнов открываются возможности все в жизни поменять, какие-то преграды преодолеть. Карта очень серьезная, она связана с окончанием какого-то периода важного, который вас сдерживал в чем-то. Может быть, вы откажетесь от каких-то вредных привычек. Может быть, сегодня будет преодолена какая-то серьезная болезнь или еще какие-то очень важные события могут происходить. Короче, это день, когда уходит то, что не нужно, и приходит на это место новое. То есть трансформация – это не значит уход, да, а обязательно что-то меняется. Не может уйти что-то и не вернуться на это место что-то другое. То есть обязательно перемена происходит. Давайте посмотрим, что ждет тельцов. У них выпадает карта «Плеть». И эта карта говорит о том, что у вас может быть сегодня какие-то споры, могут быть какие-то, в общем, неприятные ситуации, когда нам хочется вступить в борьбу, в конфликт. Также карта говорит о том, что могут быть зависимости какие-то очень сильные. Это может быть зависимость от отношений, это может быть зависимость от алкоголя, еще чего-то. В общем, любого рода зависимости, они сегодня прям очень сильно проявляются. Но вот по главной карте вы можете их победить, преодолеть, если вы с кем-то вместе объединитесь вот против вот этой привычки, да, найдете себе помощника какого-то, вот в этом плане поддержку. Также карта говорит о том, что очень хороший день для физической активности, для спорта, для соревнований различных. Вот это просто замечательно, если вот использовать в этом направлении. Также карта связана с сексуальностью, да, может быть, тоже такие вот моменты страсти. Что еще здесь можно сказать? Может быть и расставание по этой карте очень часто бывает. Тем более рядом у нас стоит карта гроб. И, конечно же, если это расставание и происходит, то оно обязательно к лучшему по кольцу. Скорее всего, вы выйдете из какого-то сложного периода, и совсем скоро у вас уже появятся как бы новые совершенно отношения, потому что кольцо – это всегда у нас
отношения. Это у нас карта Венеры, да, то есть если даже сегодня происходит какое-то расставание, не переживайте, потому что для вас это только к лучшему. Близнецы. Близнецам выпадает карта Змея. Карта говорит о том, что могут быть какие-то сложные моменты во взаимоотношениях, причем совершенно неожиданно это может проявиться, когда, допустим, люди, которые вокруг вас, начинают вами манипулировать, либо обманывают, либо что-то вот предпринимают за вашей спиной. Вообще, это карта трудностей, конечно же. Это карта ревности очень часто бывает. Но если мы ведем себя мудро, то здесь вот в сочетании с главной картой только к лучшему все проявляется. Да? То есть мы можем любые обстоятельства обернуть себе на пользу. Кроме того, по карте Змея мы можем найти выход из какой-то ситуации, которая кажется неразрешимой. Да? То есть найдем, где найти лазейку, да, для того, чтобы сделать так, как нам нужно. Для раков выпадает карта Перекресток. Карта говорит о том, что сегодня очень важный день для какого-то решения, выбора. Может быть, конечно же, несколько возможностей, и вам трудно определить, какую именно выбрать. Но вот от того, какой выбор вы сделаете, будет зависеть ваше дальнейшее будущее. Обычно перекрестки, они очень важные дни в нашей жизни, да, потому что дальше у нас определяется направление для нас. А также карта говорит о том, что могут быть какие-то удачные посреднические операции, да, когда вот вы выступаете посредником в чьих-то коммерческих делах. В общем, любое посредничество удачно очень будет. Кроме того, эта карта еще и новых возможностей, альтернатив каких-то. Если у вас был какой-то сложный период, то вот сегодня можно это преодолеть. Главное не затягивать, принимать решения вовремя. Для львов выпадает карта Книга. И в сочетании особенно с главной картой это очень хороший день. Карта говорит о том, что может приходить какая-то очень важная информация, которая помогает вам выйти на новый уровень. Карта также связана у нас с опытом, профессиональными навыками. Да? Здесь вот может быть предложение о работе, допустим, о той, какой мечтали. Может быть, учились долгое время, да, и вот теперь можете получить эту работу. Также карта связана с психологией, с эзотерикой и так далее. То есть здесь вот удачи и в этой теме. Кроме того, эта карта открытие каких-то тайн, да, когда вот у нас, допустим, вокруг нас, здесь же у нас кольцо, вокруг нас была какая-то тайна, которую мы никак не могли понять, вот сегодня как раз вот есть возможность такого открытия. Вообще карта Книга, она очень как бы информативная. Здесь и встречи могут быть с новыми людьми. Здесь могут решаться какие-то очень важные вопросы, бумажные вопросы, вопросы с билетами и так далее. То есть вот все здесь связано с информацией. Для Дев выпадает карта Письмо. Карта говорит о том, что вы можете получить какие-то важные документы, важные бумаги, подписывать какие-то важные договоры. Эта карта связана часто с покупками-продажами, с покупкой билетов, резервированием каких-нибудь мест. Также карта говорит о том, что может быть какая-то награда, диплом, грамота. Может быть, вы получите по завещанию какое-то наследство. Да? Это карта, когда мы оформляем доверенности. Различные счета, различные письма, смс и так далее. Ну, также и звонки тоже по этой карте могут быть. В общем, все, что связано с коммуникацией, когда мы именно ждем ответа от другой стороны, да, когда вот две стороны участвуют в каких-то бумажных делах. Посмотрим, что ждет остальных знаков. Весы. Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Итак, для весов выпадает карта Сердца.
Карта говорит о том, что будет очень много событий, связанных с эмоциями, да, эмоциональное какое-то восприятие, с романтикой, с любовью. Также карта говорит о том, что, возможно, в этот день встретить человека, вот для тех, у кого нет пары, да, встретить человека, вот для которого сердце откроется. Карта заботы о других людях, карта такой вот любви, когда мы ничего не требуем от другого человека. В общем, карта говорит о том, что мы будем весь день вот именно чувствительны очень сильно, да, то есть нас будет больше всего касаться то, как люди к нам относятся, что мы чувствуем, что мы переживаем. И вот это вот самое важное для нас. Ну и если, конечно же, заботиться о других людях, то этот день пройдет очень хорошо, и это карта, которая говорит о том, что наша забота, она впоследствии возвращается к нам. Для скорпионов выпадает карта «Всадник». Сегодня будут какие-то перемены, связанные с другими людьми, с информацией, с поездками. Могут быть какие-то новости, очень быстро приходящие, да, и мы совершенно их не ожидаем. В общем, новые события, новые люди. Здесь вопросы транспорта, вопросы передвижения, поездок. Это все удачно в этот день. Тем более у нас здесь карта кольца. Для стрельцов выпадает карта букет. Замечательный день во всех отношениях. Карта говорит о том, что будет много приятных моментов. Может быть, это какое-то даже вот счастливое событие произойдет. Для тех, у кого были сложности, открывается белая полоса. В общем, карта такого благополучия, общего благополучия. Карта, когда исполняются желания. Также карта исцеления. Если, допустим, была болезнь, да, то вот здесь обязательно будет исцеление. Кстати, и на душе по этой карте тоже часто становится легко. То есть не только физическое здоровье улучшается, но и эмоциональное тоже. Карта красоты. То есть если, допустим, вы что-то планировали, связанное с красотой, прическа, имидж, покупка одежды и так далее, вот здесь замечательный день тоже для этого. Для козерогов выпадает карта якорь. И эта карта говорит о том, что у вас, возможно, какая-то дальняя цель начнет реализовываться сегодня. Либо стабилизируется ситуация, допустим, вы начали какой-то проект, либо начали отношения новые. В общем, любое начинание может стабилизироваться. Вы почувствуете уверенность в своих силах. А также карта условий, в которых мы живем, и чувствуем, что они нам очень подходят. Нам как бы хорошо, спокойно, надежно в этом состоянии находиться. Можно сказать, что для некоторых козерогов будут ситуации, когда потребуется решительность, когда потребуется настойчивость или даже вот смелость придется проявить. Для водолеев выпадает карта дерева. День для водолеев очень хороший в плане здоровья, в плане жизненной силы, когда у нас происходят какие-то очень важные события в карьере, в отношениях, в семье, может быть даже рождение ребенка, в общем, кармические события, кармические связи какие-то. Карта, когда может меняться наше представление об отношениях, о близких людях, о семье. Карта, когда мы возвращаемся домой, к родителям, допустим, заезжаем, какие-то вопросы решаем, связанные с семьей, детьми, родителями, близкими людьми. Ну и также карта роста. Если вы сегодня какие-то проекты планировали, то они идут в рост, финансы в том числе. Для рыб выпадает карта облака. Карта говорит о том, что могут быть периоды таких сложных ситуаций, когда мы не знаем, как поступить. Может быть, ситуация меняется очень быстро. Карта говорит о том, что будет неопределенный такой день, и, может быть, будет такое ощущение, что мы вообще не понимаем, что происходит. Может быть, нам будет казаться, что люди к нам относятся как-то неправильно или не так, как всегда. Или, может быть, мы ждали, допустим, каких-то теплых чувств, а кто-то проявляет холодность. В общем, может быть такое вот непонимание. И, кроме того, по этой карте очень часто происходит конфликт интересов.
Но в любом случае, вот если нужно сегодня принять какое-то важное решение рыбам, лучше этого не делать. Лучше дождаться другого дня, потому что сегодня можно не только быть обманутым другими людьми, но и самому обмануться. Допустим, мы можем верить во что-то очень сильно, а на завтра или там через какое-то время окажется, что это совершенно не нужно было, да, это совершенно не соответствует действительности. В общем, карта хорошего интеллекта, кстати, вот если, допустим, вам нужно решать какие-то вот важные дела, которые надолго, вы планируете долго этим проектом заниматься, да, то вот здесь вот наоборот карта хорошая, да, то есть интеллектуальная деятельность по этой карте показана. Ну и, конечно же, избегать каких-то острых углов, не высказывать категоричных каких-то решений, мнений, потому что на завтра может все измениться. Друзья, желаю прекрасного дня, всего вам доброго, до новых встреч.